Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Согреем своей любовью и заботой. Рукодельницы вяжут теплые вещи для наших военнослужащих. Подведены итоги, объявлены победители. Интинский отряд мэра в очередной раз признан лучшим трудовым отрядом в Республике Коми. Мечты сбываются. В гимназии номер 2 откроется своя телестудия. Инициативные и целеустремленные школьники разработали проект и успешно защитили его перед экспертами республики. Юные интинцы пробуют себя в роли журналистов. При поддержке нашей телестудии проходит второй этап проекта «Мастера церемоний». Интинцы как могут поддерживают военнослужащих. С искренней заботой и глубочайшим уважением горожане участвуют в различных благотворительных и патриотических акциях. Рукодельницы вяжут теплые вещи для военнослужащих. Мастерицы уверены, что бойцы вдали от дома почувствуют их любовь и им станет теплее. Студия творчества рукодельницы Центральной библиотеки присоединилась к акции «Мы вместе». Мастерицы решили поддержать мобилизованных интинцев. Посмотрев в новостях, что другие рукодельницы в других городах начали вязать носки для солдат. Вот, я предложила своим рукодельницам, может и мы. Я просто так сказала. И они вдруг все начали вязать, пошли, купили, кто не мог, у кого не было пряжи, кто не мог связать носки. Они купили, принесли, и мы вот 3 пакета отнесли в ДОСААФ. И считаем, что это, ничего, никакого подвига здесь нету. Но мы, наверное, своим поступком призываем и других жителей Инты, чтобы они тоже, глядя на нас, так же поступили, да? Или связали, или купили. В общем, приняли участие. Эти акции нужны и важны, потому что сюда приносили и перчатки, и носочки даже простые, и, в общем, шарфы, чего только люди, нитки несли тоже. Я покупала шерстяные нитки. И я считаю, что этот вклад, он важен, потому что мы можем что-то, если сделать, как вот в годы войны было, также ведь вязали рукавицы и носки вязали на фронт. Сейчас вот время такое, когда тоже поддержка со стороны, она важна и нужна. И все мы, действительно, и матери, и бабушки, мы целиком и полностью поддерживаем тех бойцов, которые там сейчас сражаются. Акции в поддержку российских военнослужащих проходят сейчас по всей стране. Тысячи рукодельниц шьют и вяжут носки, шарфы, варежки для мобилизованных. Участницы студии творчества рукодельницы не могли остаться в стороне, ведь они воспитаны в послевоенное время. Нас воспитывали в духе, что мы должны быть патриотами нашей страны, поэтому и откликнулись. И потом мы, люди старого поколения, еще мы из СССР. Вот. Поэтому, естественно, мы начали вязать. Не хватало пряжи, докупала. 4 пары связала. Каждую пару соединила шнурком, на шнурок повесила крестик и подписала: «Храни тебя Бог, внучек». И размер. Размер был и 42-43, 43-44 2 пары, и 44-45 одну пару. 4 пары вот связала. Кроме того, тут я уже не успевала к отправке, поэтому я купила перчатки толстые, двойные. Кому-то попадет. В одном пакете положила еще перчатки, кроме носков. Вязаные вещи ценны и необычны. Вещи, созданные руками, уникальны. Энергетика человека, вложенная в изделия, наполняет их душевным теплом и любовью. Каждая петелька связана в надежде, что бойцы почувствуют эту заботу вдали от дома. Кто его знает? Может, и мой внук пойдет тоже туда же, потому что у него и возраст подходящий, и сильно много у него, по-моему, даже на трактор есть права. И на автобус, и на мотоцикл, на все виды автобусов, машин есть у него права. Он их еще до армии и во время армии получал права прямо во время службы. Поэтому, думаю, вдруг его заберут тоже на фронт. И ему вязала носки. У меня 2 сыновей. По некоторым обстоятельствам они пригодны
к службе в армии по инвалидности. Я вязала носки детям, когда они были маленькие, но когда взрослые, я очень благодарна, что у нас вот клуб рукодельниц, тоже связала сама лично 2 больших пар носков, 2 пошла шерстяных купила. И когда вязала как для своих сыновей. Я надеюсь, что мои носки и носки других рукодельниц, которые вязаны с любовью, согреют ноги тем бойцам, которые будут там. И действительно, мы как матери хотим душой быть там, поддержать их. Студия творчества рукодельницы на базе Центральной библиотеки существует с конца 2014 года. Состав участников плавающий. Кто-то приходит, приобретает здесь новые умения и уходит. Но есть и постоянные члены студии. Активистов, которые не пропускают ни одной встречи в студии, порядка 40-45 человек. Я научилась вязать, и ко мне женщины потянулись, тоже захотели. А там, где вот мы вяжем, мы общаемся, мы разговариваем, мы поздравляем с днем рождения и отмечаем чаепитием такие праздники некоторые, как 8 марта, там, День пожилого человека или еще что-то. Читаем стихи. Я читаю им стихи, некоторые женщины говорят: а я ни за что не выучу. На следующий раз приходят и рассказывают огромные большие стихи, которые я вообще даже такие не знаю, прекрасные. Вот, так что еще и память тренируем, и мелкая моторика у нас руками. Я не знаю. Наверное, раз они приходят сюда, наверное, им нравится. За годы существования студии около 200 интинцев научились здесь вязать с нуля. Но вязание не единственное увлечение и направление деятельности мастериц. Рукодельницы берутся за все, что их заинтересует. И валяние из шерсти, и мыловарение, и изготовление изделий из бумажных трубочек. Здесь опробовали многие виды декоративно-прикладного творчества. Большое спасибо членам клуба рукодельницы. Они у нас очень активные читательницы, партнеры наши, они участвуют во всех наших акциях, и именно от них пошло желание помочь нашим мобилизованным солдатам. Они навязали большую кучу носков, отнесли ее там, где собирается помощь гуманитарная для наших мобилизованных солдат, в ДОСААФ. И сейчас они продолжают эту акцию, они также вяжут носки, варежки, перчатки для наших солдат. И приглашают всех интинцев поучаствовать в этой акции. Они будут благодарны тем интинцам, кто принесет нитки, спицы или готовые уже вещи. А для тех, кто не умеет вязать, они покажут мастер-класс и будут продолжать это хорошее начатое дело. Нужны также и нитки, и если есть у кого-то там варежки, шарфы, и кто-то хочет поучаствовать, я думаю, что эти сборы еще будут. Даже принести сюда, вот нам целый такой шерсти передали, да, коробку ниток, можно даже, мы же вяжем, вставляем в носочки полосочки, которые они, тоже веселят, немножко душу согревают. То есть будем рады всему. И помощь, она нужна и важна от каждого. Каждый, который какой-то вклад хоть какой-то сделал, он будет как будто соучастником тех дел, которые мы сейчас делаем для фронта. Акция по вязанию теплых вещей для российских солдат будет продолжаться. Интинские рукодельницы укутают теплом и заботой каждого бойца. С 18 по 22 ноября на базе оздоровительно-образовательного центра «Гренада» в Сыктывкаре проходил республиканский слет молодежных трудовых бригад. Ребята из интинского отряда мэра признаны победителями в номинации «Лучший трудовой отряд». Интинская молодежь ежегодно принимает участие в слете трудовых отрядов и всегда возвращается с призами. В этот раз наш город представляли 15 ребят, учащиеся лицея номер 1, гимназии номер 2, школ 5, 8, 9 и 10. Это подростки из отряда мэра, отобранные по итогам работы летних трудовых отрядов в 2022 году. В этом году у нас ездило 15 человек из делегации, плюс 2 сопровождающих. Детки были абсолютно новенькие, то есть были и те, которые вновь приступили к работе. Всего на слет приехало 96 человек из 9 муниципалитетов Республики Коми. Это Сосногорск, Сыктывкар, Усинск, Ухта, Инта, Троицко-Печорский, Княж-Погосский, Усть-Вымский и Усть-Куломский районы. Наши ребята очень ярко представили себя на республиканском конкурсе.
Очные этапы конкурсов – это был лучший трудовой отряд и лучший командир трудового отряда. Этапы лучшего трудового отряда были это видеовизитка и самопрезентация, либо песня, либо танец, либо какая-то сценка. А в лучшем командире трудового отряда у нас были задания кейсовые, тестовые, потом тесты по ОБЖ и также самопрезентация у нас была. Мы заняли первое место в лучшем трудовом отряде. К сожалению, на лучшего командира у нас выступал Медведчиков де Карвальо Гильермо Александр. Не хватило 1 балла. Немножечко провалил тест, когда я вчера разговаривала, но мы не расстроились, мы лучший трудовой отряд 2-й год Республики Коми. В этом году в Интинском отряде мэра было трудоустроено 296 подростков. Только лучшие из них, самые активные, умные, спортивные и творческие, поехали на республиканский слет молодежных трудовых бригад. Я непосредственно знаю, как я принимаю документы, иногда встаю на отряде, поэтому у нас как таковой прям проблемы выбрать детей не было. То есть мы знаем, как они работали, мы знали, кто веселый, кто умеет петь, кто танцевать, поэтому мы выбрали прям вообще очень хорошо. Но мы были самые зажигательные, то есть к нам все подходили и прям говорили, что, как всегда, это отличается своими талантами. В рамках слета прошли профориентационные мероприятия, молодежные акции, деловые игры, мастер-классы, социально-психологические тренинги, а также игры на знакомство и взаимодействие в командах. Также на слете был вручен переходящий кубок главы Республики Коми лучшему муниципальному образованию за организацию летней трудовой подростковой кампании по номинациям «Город и село». Ребятам понравилось. Конечно, в первую очередь это знакомство. Очень много друзей. Мы жили в корпусе Сухтой. Они нас вчера провожали. Были слезы у автобуса. Я с такой милостью прям смотрела на это. Ну а так, проектная деятельность у детей была. То есть тоже что-то новое оттуда взяли. Поэтому детям очень понравилось. Вот они уже сегодня мне писали, что мы уже так соскучились по вам. Планируем еще с ними встретиться. Интинские ребята только вернулись со слета, но они полны сил и энергии и уже планируют трудовое лето в новом сезоне. Интинские школьники принимают активное участие в республиканском конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». Ученики общеобразовательных организаций вместе со своими наставниками разрабатывают интересные проекты, защищают их на региональном уровне, проходят отбор и успешно реализуют. В этом году республиканская комиссия одобрила инициативу учащихся гимназии номер 2. Единственный проект, который вышел в финал и успешно был представлен на республиканском уровне – школьный медиацентр, разработанный учащимися и педагогами гимназии номер 2. Целью нашего проекта было создание на базе нашей гимназии школьной телестудии, которую мы назвали «Дети в кадре». Потому что главным действующим лицом, естественно, будут наши дети. Школьное телевидение – это то направление деятельности, которое позволяет раскрыть потенциал ребенка, развить его коммуникативные компетенции. Поэтому мне кажется, что довольно актуальный проект, и он нашел отражение в победе, можно так сказать, на республиканском уровне. В проекте будут работать, естественно, дети. Они будут в роли оператора, звукорежиссера, корреспондента, будут брать интервью, в общем, полностью работать как журналист настоящий. По крайней мере, мы будем стараться делать именно так. Защищала проект перед республиканской комиссией ученица 10 класса Дарья Куделина. Девочка является лидером информационно-медийного направления российского движения школьников и одним из авторов идеи по созданию телестудии в гимназии номер 2. Я вообще человек, который привык надеяться на лучшее, поэтому, конечно, подсознательно хотелось, чтобы наш проект прошел на республиканский уровень и получил финансирование. Помогали в реализации проекта Наталья Сергеевна и Наталья Ивановна. Вместе с ними мы защищали, разрабатывали этот проект, а решение о том, какой именно проект будет выставлен на данный конкурс, принялся на совете старшеклассников. Там было несколько проектов для реализации, но телестудия оказалась самым популярным, видимо, потому что это действительно интересно детям. По подсчетам учащихся и педагогов на реализацию проекта понадобится около 100 тысяч рублей. Средства выделяются из республиканского и местного бюджетов. Согласно разработанной смете, юные журналисты планируют приобрести квадрокоптер, штатив, видеосвет, несколько микрофонов, флеш-карт, наушники и телефон. Для медиацентра школьникам уже выделили отдельное помещение под телестудию. В образовательной организации имеется видеокамера, а также необходимое оборудование для монтажа: компьютер, для записи ведущих в студии, хромакей.
На данный момент мы уже имеем определенную команду, которая заинтересована в данной сфере, то есть это съемка, монтаж, также выбор самой темы. Например, у нас предполагаются малые Олимпийские игры. Мы бы хотели тоже осветить эту тему, то есть будет сниматься репортаж, будут по станциям распределены наши корреспонденты, которые смогут вкратце рассказать о своей точке. Гимназисты планируют создавать информационные сюжеты о жизни школы, развлекательные и познавательные видеоролики, которые будут транслироваться не только в стенах образовательной организации, но и в социальных сетях, в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале. Конечно, основная целевая аудитория у нас – это родители нашей гимназии, дети сами и учителя. Новинкой, наверное, поэтому и зацепился наш проект, мы будем выпускать, по крайней мере хотим выпускать видеотуториалы. То есть мы будем тесно работать с самими учителями. Если учитель нам скажет, например, какую-то интересную тему, например, те же правила ЖИШи, правописания, мы попробуем создать такое видео вместе с детьми, которое будет наглядно это демонстрировать правила. И такое видео можно будет, естественно, показывать детям на уроке, потому что дети воспринимают лучше всего, конечно же, кого? Детей. Вот, это основная задумка у нас. Также мы хотим плотно очень сотрудничать с Пятым каналом, потому что нам равняться на кого? Естественно, на вас. Поэтому хотелось бы у вас научиться чему-нибудь именно с точки зрения профессиональной. В республиканском конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» ИНТА принимает участие несколько лет подряд. Ежегодно школьники вместе со своими наставниками разрабатывают интересные проекты. Некоторые из них успешно прошли республиканский отбор и уже реализованы. Третий год интинские школьники принимают самое активное участие в пилотном таком проекте инициативного бюджетирования «Школьный проект «Народный бюджет в школе». Первопроходцами в данное направление были наши две гимназии, гимназия номер 2, гимназия номер 3 и сельская школа Петрунь. Прошли успешно, защитили проекты, реализовали, вдохновили всех остальных. В прошлом году вторая гимназия второй раз побеждает в этом проекте, и к ним присоединяется в число победителей школа номер 8. Поэтому этим летом, пока шли летние каникулы, детки отдыхали, но сотрудники образовательных организаций старались воплотить все идеи детей в жизнь, поэтому получали из Республики Коми, из Министерства образования оборудование. 8-я школа сделала такой красивый кабинет, который назвали школьным музеем. Сегодня там идет очень интересная исследовательская проектная работа по архивам, не только самой 8-й школы, по ее истории, но и по истории школ, которые путем реорганизации присоединились к 8-й школе. Это школа номер 45, которая раньше располагалась на поселке Верхняя Инта, и школа номер 3 микрорайона Западный. Вот такая интересная работа сегодня кипит в 8-й школе. Гимназия номер 2 получила спортивное оборудование, активно его используют на веселых стартах, на малых Олимпийских играх. В общем-то, все, что дети запланировали, то, что они хотели, они защитили, добились, получили результаты, конечно, сегодня пользуются большим спросом. И прежде всего, конечно, дети горды тем, что они смогли внести свою лепту в развитие инфраструктуры своих учреждений. Начался новый учебный год. Министерство образования Республики молодежной политики снова объявляет старт новому школьному этапу. И у нас опять снова началась работа по отбору проектов. В этом году у нас было 5 заявителей. Это была 10-я школа. 10-я школа предлагала проект в десяточку, так они его назвали оригинально. Это была задумка по оборудованию школьного тира. Школа номер 8 повторила прошлогодний, не прошедший тур, прошлогодний проект «Школьный журнал» между нами, школьниками. И второй у них был проект по приобретению портативной переносной аудиоколонки для того, чтобы не быть привязанным к актовому залу, когда проводятся какие-то мероприятия для озвучивания, чтобы эта колонка можно было пользоваться на разных площадках. Такой же проект был у 5-й школы. Вот. И вторая гимназия заявилась по поводу того, чтобы все-таки тоже в номинации «Медиацентр» приобрести вот то оборудование, о котором сегодня рассказывали девочки. Мы очень гордимся нашими школьниками, мы гордимся тем, что они
и хвалим их за то, что они внеурочную деятельность проводят в школе, наполняют интересными мероприятиями, разрабатывают проекты. Благодарим всех педагогов, которые содействуют, потому что идей у ребят очень много, но их нужно правильно оформить в документы. И для ребят, конечно, это очень сложно, поэтому здесь такая совместная работа авторского коллектива, как школьников, так и их наставников. Очень приятная была новость, нам пришла буквально на днях, о том, что проект гимназии номер 2 «Дети в кадре» вошел в число победителей. Мы рады, мы поддерживаем наших ребят, и тех, кто участвовал, и тех, кто победил, абсолютно всех, потому что каждый стремится сделать свою школу лучше, краше, интереснее. Это, конечно, очень похвально. Проект учащихся гимназии номер 2 «Школьный медиа-центр «Дети в кадре» предполагается реализовать в 2023 году. Шоу ведущих «Мастера церемоний» подходит к полуфиналу. Следующий этап станет для участников настоящим испытанием. Каждый из них должен снять новостной сюжет. О нюансах работы журналиста конкурсантам рассказала директор телестудии «Пятый канал». Такие слова, как лайв, видеоряд, стендап, синхрон или люфт совершенно ничего не говорят ребятам. А вот для журналистов это те самые рабочие инструменты, которые позволяют рассказать людям о том или ином событии. Как это сделать, участникам проекта «Мастера церемоний» объяснили на уроке, который лично провела директор телерадиоинформационного центра Елена Лузай. Второй год телестудии «Пятый канал» является, так сказать, информационным спонсором, а также вообще партнером проекта «Мастера церемоний». В прошлом году с нашим участием проходил второй, по-моему, этап, точно так же. Участники снимали 3 сюжета на различные темы. В этом году мы не просто участвуем как информационные, как партнеры проекта, но еще и как наставники нескольких ребят. У нас в этом мероприятии, в этом шоу участвует наш корреспондент Наталья Думих, а сегодня мы проводим мастер-класс для детей. Хотим рассказать о том, что такое новостной репортаж, учитывая то, что наша телестудия, она в принципе специализируется именно на новостных репортажах. Мы сегодня расскажем ребят, как делать настоящий журналистский новостной репортаж. Задача следующего этапа – рассказать о проекте «Мастера церемоний» с помощью людей, через их истории. Будет это наставник, конкурсант или участник прошлого сезона, решат ребята. Мы долго думали о том, какое задание дать ребятам. Понимаем, что самим придумать тему очень сложно. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что в этом этапе также будет львиная обязанность по съемке именно на монтажерах и на операторах нашей телестудии. Поэтому мы пытаемся совместить свою работу, а также участие в шоу, и придумали для ребят тему такую, показать через призму героев, это сами участники или их наставники, показать через эту призму кухню проекта «Мастера церемоний». Одной из идей второго этапа, вот именно конкурсного, это задействовать выбывшего участника, в том числе в съемках. Мне хотелось бы, чтобы все ребята попробовали себя в очень увлекательном занятии. Это видеосъемка, это написание сюжета, это возможность проявить себя в качестве ведущего телевидения. И может кому-то это настолько будет интересно, что они захотят в дальнейшем связать свою судьбу. Мне хотелось бы показать участникам этого проекта, что можно быть ведущим не только на сцене. Конечно, у одной из команд есть небольшое преимущество, ведь их курирует наша телестудия. Но мы обещаем, что все участники будут в равных условиях. Ребята смогут проконсультироваться с редактором и получат свое распоряжение оператора на строго определенное время. Второй этап – это все-таки моя стезя, мой конек. И думаю, вот наконец-то мы немножко отдохнем, выдохнем. Но оказалось, что у нас очень сжатые сроки. Буквально всего пару недель остается до следующего этапа. За это время нам нужно успеть сделать что-то. Мы пока еще даже не знаем, что нам. Несмотря на то, что телевизионный этап, руководитель моей телестудии Елена Лузай не говорит нам, что нас ждет, не открывает всех секретов. Для нас, как и для остальных участников, для остальных команд, это будет сюрприз. И только сегодня мы узнаем, что нам нужно делать. У новостного сюжета есть строгие правила. Например, интервью и закадровый текст ведущего ни в коем случае не должны дублировать друг друга. Но кое-какие ограничения участникам проекта можно нарушать. Чтобы оригинально подать материал, информационный повод можно и придумать. Источник видеосюжета один – это событие. В нашем случае мы берем видеособытие, это сам проект «Мастера церемоний». То есть, чтобы вот уже облегчить
вам жизнь, скажем так, потому что искать темы для сюжетов сложно даже уже состоявшимся корреспондентам. То есть вам, возможно, как молодым, может быть, было бы что-то и интересно. Да? И если у вас будут такие желания после того, как вы сделаете обязательный сюжет, мы пойдем к вам навстречу и, может быть, даже что-то с вами поснимаем. Но это уже будет после того, как вы снимете обязательный репортаж. А вот составных частей 4. Это синхрон, стендап, закадровый текст и видеоряд. Еще есть такое понятие, как лайв. Вот, допустим, объясню понятнее. Лайв – это, допустим, какой-то кусочек видеоряда, который можно использовать без закадрового текста. Допустим, самый простой пример лайфа – это концерт идет, кто-то поет песню, вот это вот, допустим, использование кусочка этой вот песенки, или там кусочка танца, или еще чего-нибудь, выступление ведущего, то же самое, это и есть лайф. Мастер-класс получился очень насыщенным. Ребята не стеснялись задавать вопросы. Оказалось, их очень интересует телевидение. Многие из них рады тому, что могут попробовать свои силы в журналистике. Будет немного сложновато, но я уверена, что мы совсем справимся. Разумеется, я бы очень хотела попробовать себя в роли журналиста. Я жду от этого этапа только положительные эмоции. Пока что достаточно много информации, но в голове уже появляются какие-то идеи. Мне мастер-класс этот очень помог. Я считаю, что те, кто создал этот мастер-класс, они большие молодцы. По итогам полуфинала будет определяться финалист шоу. Кто-то продолжит борьбу, а кому-то, увы, придется покинуть проект. И в завершении выпуска объявления: в связи с аварией на линии Ростелеком телефонная связь в Интинской ЦГБ может не работать. Мобильный номер телефона для вызова врача-педиатра на дом 8 963 489 01 25. Резервные телефоны детской поликлиники 6 27 42, поликлиники номер 1 6 55 00. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.